Аслан Георгиевам, это был хашхасхуд амтапшана, хазара, квартага, кацара шахяк шахатхаз. Тау хахяк шаз. Я шоп хазиб хазоту, брианпи, шаратау хашасху. Судя по обнародованным данным, собственные доходы государства существенно увеличились. Куда пойдут дополнительные доходы? На самом деле, по итогам 2021 года, 2022 года у нас были сверхплановые доходы в государственный бюджет. Это нас радует, но расходов у нашего государства огромное количество требуется. И, конечно же, эти доходы, которые были получены, сверхплановые, они их не перекрывают. Ну, вы и наши граждане прекрасно видят, в каком состоянии находится у нас дорожная отрасль. Во многих селах нет дорог. Мы очень часто испытываем проблемы, связанные с тем, что реки выходят из русел и подтапливают населенные пункты. Это очень серьезное капитальное вложение. У нас большое количество школ, которые требуют капитального ремонта, объектов здравоохранения, куда надо вкладывать деньги. У нас значительная часть наших музеев, наших домов культуры, памятников христианской культуры находится в состоянии, которые требуют капитального ремонта или реставрации. Это огромные деньги. Вы знаете, видели памятники архитектуры, такие как Сухумский вокзал, Гагарский вокзал, Сухумский павильон, Новоафонский вокзал, вокзал Псырцха. Это шедевры архитектуры, которые потихонечку разрушаются. И те 2,5 или 3 миллиарда рублей сверхплановые деньги, которые к нам поступили, они эти потребности не перекрывают. Вот сегодня необходимо купить на 50 миллионов рублей медицинского оборудования, только для онкологического центра и республиканской больницы. Поэтому мы, исходя из приоритетов, эти деньги и тратим на вот эти вещи, которые я сейчас вам озвучил. Денег, конечно же, не хватает. Их очень мало, поэтому и решение вопросов у нас в связи с этим носит растянутый по времени характер. Вот по городу Сухум в прошлом году было отремонтировано 3 дороги, капитальный ремонт. Это улица Гулия и еще 2 дороги. Сейчас в таком непотребном виде находится улица Лакоба. Это тоже требует серьезных вложений. Мы сейчас этим займемся. Поэтому говорить о том, что наши доходы могут перекрыть наши потребности, этого, к сожалению, нет. Обозначилась тенденция к увеличению объемов поступлений. Это благодаря тому, что прежде всего качество администрирования стало лучше, подключились правоохранительные органы, сознание наших граждан, бизнесменов стало меняться вот в этом смысле. Но это комплекс работ, поэтому работу надо будет продолжать. На эти доходы мы будем делать правильные, полезные дела, но этого мало. Подтопило, значит, надо людям помогать. Мы же с этой проблемой каждый год сталкиваемся. В советское время очисткой русел и рек занималась специализированная организация, бюджет которой заранее утверждался. У нас горные реки, у них бурный характер. У нас нет сегодня таких подходов в силу того, что экономика пока не выдерживает такую нагрузку. Вопросы, связанные с лечением наших граждан, это у нас в приоритете. У нас в этом смысле, если так посмотреть на наш бюджет, не очень большой бюджет, но он социально ориентирован. Вы хорошо, наверное, знаете о том, что у нас 40 тысяч пенсионеров и работающих официально примерно такое же количество, работающих там 41 тысяча. Из этой цифры мы не смогли выйти за последние 15 лет плюс-минус, потому что нет масштабных экономических проектов, которые помогли бы нашей стране выйти из этого
выйти на масштабное системное развитие. Это же тоже проблема. Часть пенсии выплачивает Российская Федерация, часть пенсии выплачивает абхазская сторона, но этого мало. Что такое 2500 рублей пенсии? Это же мало, правильно? И об этом мы думаем. Ветераны наши получают не те суммы, которые должны были бы получать. И все это упирается в возможности нашей экономики. Потенциал есть, но он не раскрыт. В бюджете прописано, на что мы тратим деньги. Там есть статьи расходов. Сверх какие-то поступления тоже туда же пойдут. Вот мы сочли необходимым и нужным отремонтировать музей имени Нестора Аполлоныча Лакоба. Это тоже не входило в наши планы, но мы это сделали. Я понимаю, что одновременно латать все дыры невозможно, но тем не менее вы выше упомянули про дороги, в частности столичные дороги, центральные. Вот в преддверии 30-летия Дня Победы планируется ли, я думаю, что это многих интересует, ремонт этих дорог, центральных, столичных в частности? Да, планируется. В рамках этих мероприятий, связанных с 30-летием, капитальный ремонт, ямочный ремонт, приведение в порядок центра, все это планируется, эти работы ведутся. Если вы обратили внимание, идет восстановление в связи с этими мероприятиями, активное восстановление, скажем так, мест посещения, таких как парк. Там у нас идут работы, восстанавливается наш Красный мост, он тоже памятник архитектуры. Долгое количество лет он не ремонтировался. То, что связано с Сухумской горой, первая смотровая площадка, там идут восстановительные работы. Там идут восстановительные работы рядом с Пантеоном. Сам Пантеон тоже. Уже закончились. И сам Пантеон. Работы. Вот такие точечные работы у нас проводятся. И они будут проводиться. Но они носят точечный характер в силу ограниченности наших экономических возможностей. Но имеющий глаз увидит, что такие работы проводятся за счет государства. Активно к этому подключается бизнес. Вы, наверное, знаете, видите, можно выйти отсюда, пройти 200 шагов в сторону МВО ПВО и увидеть, что там тоже идут масштабные работы. Инвестор обещал, и он обязательно это сделает, за свои деньги построить пешеходный мост через Баслу. И тем самым у нас будет возможность продолжить нашу набережную примерно на 800 метров. Это значимо, мне так кажется, и для горожан, и для гостей столицы, и в целом для нашей страны. Как происходит реализация социальных программ? Очень остро стоит жилищный вопрос. Какие программы реализуются? И расскажите немного об этом. На протяжении 3 лет в рамках реализации этой программы государство оказало содействие около 150 семьям, которые приобрели жилье. И мы эту работу будем продолжать. Сперва начиналась эта программа с того, что финансово помогали гражданам на возвратной основе. Потом мы пришли к мнению о том, что так не получается. Эти люди, которые нуждаются в жилье, не в состоянии вернуть эти деньги, поэтому эта программа носит безвозмездный характер. Процесс пошел, он не носит масштабного характера, но он пошел, и мы его сворачивать не будем. Мы будем продолжать эту программу в обязательном порядке. Программа оказания медицинской помощи в рамках Министерства здравоохранения. Их несколько. Я об этом неоднократно говорил. Наши врачи стараются. Это программа по гемодиализу, программа, связанная с лечением онкобольных, с лечением туберкулезных больных, с лечением тех, кто болен СПИДом. Эти программы работают уже много лет. И мы с каждым годом, исходя из наших возможностей, увеличиваем объемы финансирования этих программ. Если говорить о социальных программах, я бы внимание наших граждан, телезрителей обратил бы на это. Ну, программа, связанная с реабилитацией наших инвалидов. У нас фонд работает. Там тоже не все, скажем так, как хотелось бы, в том смысле, что требовалось бы большего финансирования, но пока таких возможностей нет. Но мы этот вопрос держим на контроле, пытаемся увеличить объемы финансирования.
Вы, наверное, обратили внимание, поддержка со стороны государства и бизнеса образовательным учреждениям. В сентябре прошлого года была отреставрирована или был осуществлен капитальный ремонт 9-й школы. Это в основном за счет частных граждан, за счет выпускников школ. Вы знаете, что большую помощь оказали бизнесмены, уроженцы Абхазии, и мы создали несколько атом-классов в Абхазии. Это тоже очень важно, на мой взгляд, потому что мы прививаем к детям интерес к точным наукам. Вот это очень важно. У нас большое количество гуманитариев, экономистов и юристов. Это, конечно, хорошо, но люди, которые занимаются точными науками, это очень перспективно, на мой взгляд, потому что такие направления, как IT-технологии, технологии вообще, они связаны с точными науками. И я уверен в том, что создание вот этих атом-классов в обязательном порядке усилит интерес наших детей к точным наукам. Ну, вы знаете о том, что и государство, и частный бизнес, отдельные представители помогают нашим образовательным учреждениям. В прошлом году было передано около 10 транспортных средств. Это показывалось по телевизору, граждане знают. Это школа-интернат, это университет, это Тамышская школа, это ряд армянских школ. Все это и есть внимание к нашим детям. Все это и есть частичное решение социальных программ. Вы, наверное, слышали о том, что в течение прошлого года, и уже в этом году эта программа будет завершена, мы получили безвозмездно для наших школ около 200 тысяч учебников, очень качественных, очень необходимых, потому что я буду говорить банальные вещи. Я хочу, чтобы это дошло до наших зрителей, потому что этот тезис о том, что учение — свет, он остается. Учение — это свет. И тяга к свету — это очень важно, тяга к знаниям. И мы эту тягу поддерживаем. Означает ли это, что проблемы все решены? Нет, не означает. Проблем много, но мы их частично, поэтапно решаем. Сгорела школа в селе Аракиц. Большое количество людей помогают восстановлению, государство помогает. Мы в этом плане очень чувствительно относимся к этим вопросам. Не секрет, что нам финансовую помощь оказывает и Российская Федерация. Вместе с тем у нас есть, как мы выше сказали, собственные доходы какие-то. Но тем не менее, за счет чего мы в будущем планируем или уже сегодня что-то делаем для того, чтобы наращивать свой бюджет за счет собственных сил? Может быть, что-то в планах, какие идеи, что сегодня реализуется? Колоссальную поддержку, исходя из наших реальностей, из наших масштабов, на протяжении многих лет нам оказывает Российская Федерация. Школы, стадионы, дома культуры, дороги, водоводы, медицинские учреждения, дошкольные учреждения, которые построены за последние 10-15 лет, это 95% на деньги, которые поступили из Российской Федерации. Вы знаете, сейчас все мы об этом знаем, идет специальная военная операция. Помимо того, что там гибнут люди, разрушаются города, и рассчитывать на то, что Российская Федерация как государство может увеличить объемы финансовой помощи, не приходится. Мы сами должны научиться зарабатывать деньги. Мы должны сделать так, чтобы наша экономика заработала в другом масштабе, в другом измерении. Тут выход один. Для этого необходимо нашу экономику открыть для тех, кто готов в нее вложиться. Это правило работает везде. Мы не являемся исключением. Мы являемся составной частью мира. Мы являемся государством, рядом с которым находятся другие государства. Там живут такие же люди, как у нас в Абхазии, с такими же потребностями. Они сталкиваются с такими же вопросами и с такими же проблемами, и как-то их решают. Вот других технологий нет, других подходов тоже нет. Коммунистическая система, которая распределяла в рамках большого государства, которая, кстати, очень много полезного наряду с отрицательными чертами полезного привнесла в Абхазию, ее сейчас нет.
мы перешли в систему, когда большую роль будет играть государство как регулятор и бизнес, предпринимательство, свобода предпринимательства. Эти вещи необходимо у нас запустить. Их необходимо поддерживать местных предпринимателей. И мы это делаем. Но у нас возможности в этом смысле ограничены. Вот 50 миллионов рублей мы заложили в этом году в бюджет на поддержку наших предпринимателей. Более 100 миллионов, ну, в общей сложности, скажем так, 100 миллионов в 2021, 100 миллионов в 2022 году. Примерно такие цифры были государством инвестированы в сельское хозяйство. Это, конечно, хорошо, но это очень мало. Если сравнить с тем, какое количество объектов у нас работало до войны, какое количество земель обрабатывалось по всей Абхазии, и то, что мы сегодня имеем, это, наверное, процентов 15, не более. Все остальное у нас не функционирует. До советской власти это тоже не работало. Но советское государство в экономику Абхазии, единое государство, вложило деньги в основные фонды. Были созданы заводы, фабрики, предприятия, построены дороги, мосты, водопроводы, плантации чайные, огромные, цитрусовые совхозы. Это все, тогда не было такого слова, как инвестировать, это слово было не модным. Во все это государство, Советский Союз вложил огромные деньги в дома культуры и отдыха. Часть из этих предприятий работает до сих пор. Часть разрушена. Их нужно восстановить. Есть два пути восстановления. Государство вкладывает, если имеет такие возможности, или вкладывает туда частный бизнес на условиях нашего государства. И нам необходимо это сделать. И тут программы, которые были в свое время разработаны, но не реализованы, практики бизнесмены, в том числе наши абхазские бизнесмены, уроженцы Абхазии, помните, 10 февраля у нас был с ними круглый стол. Люди, за которыми есть дело, люди, которые что-то смогли сделать сами. Вот на них надо ориентироваться. Здесь что-то смогли сделать, за пределами Абхазии. У них есть история. Они создали рабочие места, они создали предприятия, они создали корпорации. Не надо их отталкивать, не надо высказываться в адрес этих людей, завидовать не надо. Никто никому ничего не подарил. Эти люди, как правило, созидали в большинстве своем, особенно наши граждане, которые реализовали себя в России. Если мои подходы требуют аргументации дополнительной и нужно убедить людей, спросите у них. Надо развивать экономику и в каком ключе? Надо привлекать инвестиции и в каком ключе? В какие отрасли? Потом очень важно, я хочу, чтобы это знали мои дорогие граждане, мои соотечественники, субъекты экономики, независимо от того, кто является собственником, правоотношения с государством, обязательства перед государством, то есть перед вами, перед гражданами, перед избирателями, одни и те же. Если объект принадлежит уроженцу Абхазии или принадлежит не уроженцу Абхазии, ставка налогов от этого не зависит. Платят они одинаково перед абхазским государством, то есть перед вами. Самое главное, чтобы этот объект работал, чтобы там работали наши граждане, получали заработную плату и налоги поступали в бюджет страны для решения вот этих социальных программ, о которых мы говорили. Когда вы задали вопрос, какие приоритеты, как мы их будем, эти деньги тратить, я вот думал, говорить об этом или нет. Сейчас, видимо, уже увлекся, скажу. А как у нас обстоят дела с обороноспособностью? Надо туда вкладывать деньги или нет? И какие суммы? Огромные суммы. Вот знаете как? Одна казарма, вот мы построили сейчас одну казарму новую в артиллерийской бригаде, это примерно 20 миллионов рублей. Нам несколько десятков таких казарм нужно. Нам необходима модернизация вооруженных сил, новые виды военной техники и вооружения. Нам необходимо, мы мероприятия проводили в Восточной Абхазии по созданию, скажем так, дополнительных рубежей обороны. Порой мы забываем о том, что вопрос мира
для Абхазии окончательно еще не решен. Абхазия находится в состоянии войны, по сути. И в оборонное ведомство необходимо вкладывать огромные деньги. На протяжении 10 лет бюджет оборонного ведомства не повышался ни на 1 копейку. Мы в этом году повысили его. Но это очень мало. Это очень мало. Нужно в десятки раз больше. В десятки раз больше. Почему наши призывники не с удовольствием идут в армию? Да потому что посмотрите, в каких условиях им приходится там жить. И тогда очень многие вопросы становятся очевидными. Легко бегать с плакатами, очень легко, и не нести ни за что ответственность. Легко быть демагогом. Закон об апарт-отелях, об апартаментах, наверное, это, один из обсуждаемых вопросов. Этот закон, как я полагаю, направлен как раз-таки на то, чтобы привлечь инвестиции. И несмотря на то, что он очень долго обсуждался, о нем много говорили, и тем не менее еще раз хотели бы услышать плюсы и минусы, какие опасности возможно от этого принятия этого закона. Как нам развивать экономику? Какие отрасли экономики для Абхазии являются приоритетными? На мой взгляд, и по моему глубокому убеждению, и по мнению многих специалистов, экономистов, как местных, так и зарубежных, развитие туристической отрасли у нас должно стать главным направлением. При этом мы должны очень четко понимать антропогенное воздействие на нашу природу, на нашу экологию. Это фактор, который надо учитывать. Надо посмотреть, как обстоят дела с этим в территориях, которые примерно похожи на наши территории по климату, там, по рельефу и так далее. Как у них там обстоят дела, и перенять лучшее то, что продвинет нашу экономику вперед. Далее, второе направление – это субтропическое сельское хозяйство, переработка. У нас география хорошая, мы могли бы задействовать и должны задействовать. Это будет при мне или у других, при других руководителей. Чем раньше, тем лучше наши транзитные возможности. Сейчас, пока это актуально, пока эта ниша не закрыта, развитие IT-технологий. Это такой очень, на мой взгляд, интересная сфера, интересная отрасль. С этой точки зрения, при наличии коммуникации, при наличии правил понятных и ясных, Абхазия может быть интересной. Конечно же, в связи с этим возникают определенные опасения у наших граждан. К чему это может привести, вбрасывается какая-то информация. Вот я вам покажу вот этот документ, разработан по поручению правительства Республики Абхазия в 2016 году. Концепция программы развития территории города Гагра как курортно-туристического центра. Это локальный документ какой-то именно? Это по Гагре Гагре именно, да. Этот документ разрабатывался нашими специалистами и зарубежными специалистами. Вот планировалось для 2035 года, кстати, я с этим документом согласен, тут источники финансирования не определены в полной мере. А так, если вот этот документ был бы реализован, конечно, это принесло бы нам колоссальные выгоды. Он не реализован. Так вот, в рамках реализации данного документа, данной программы, только в городе Гагра, в Гагрском районе, планировалось построить 1 480 000 квадратных метров отелей и апарт-отелей. Ну и прилегающие инфраструктуры, да, там концертные залы, кинотеатры, рестораны, бары. Обратите внимание, 1 480 000 квадратных метров только в Гагре. И в основном это все, значит, была выбрана территория развития. Если ехать из Гагры в Сухум, с правой стороны площадка, там, где сейчас находится стихийно сложившаяся мусорная свалка, которая периодически горит, и прилегающая территория 1400 гектаров. Только там. Я с этим документом хорошо ознакомлен. Сожалею, что он не был реализован. Здесь делается акцент на туризме, в том числе на строительстве апарт-отелей. Эти правоотношения уже сложились. У нас апарт-отели строят, потому что они являются коммерческим объектом, а коммерческие объекты можно строить,
и владельцем коммерческих объектов могут быть, это коммерческие площадя, не граждане Абхазии. Пример, пожалуйста, напротив отеля «Лион», гостиница «Апарт-отель», который продан. Второй, значит, пример, вот строится здесь недалеко от российского посольства. Это тоже «Апарт-отель». И там тоже будет большое количество собственников. Но необходимо, на мой взгляд, эти правоотношения придать им системный характер. В этих правоотношениях, которые сложились, в большей степени учесть интересы государства, то есть населения, то есть граждан. Что мы предлагаем? А то, что мы предлагаем, еще не принято. И неизвестно, в каком виде это будет принято. Мы предлагаем это обсудить детально. Плюсы и минусы. Этим занимаются специалисты. И я пока ни одного минуса не вижу в тех расчетах, которые нам подготовили. Но это прерогатива парламента, примет он или нет. Но даже право, которым мы наделены обсуждать, и мы обсуждаем, это уже частью населения, небольшой частью населения принимается в штыки. Они нам отказывают в праве это обсуждать. Они говорят, нет, не разобравшись, что это такое. Так вот, разобравшись, что это такое, могу вам сказать, здесь одни плюсы. Мы планируем ввести новый дополнительный налог. Если в течение 12 лет до 2035 года, распределив по районам, мы построим 1,5 миллиона квадратных метров по всей Абхазии, а не как тут написано только в Гагре, то мы, введя специальный налог, допустим, с квадратного метра с Гагарского района до Сухума это 1500 рублей, ежегодно владелец платит, от Сухума до Чимчили 1000 рублей, мы получаем больше 2 миллиардов рублей в год дополнительных доходов. Что такое 2 миллиарда рублей? Если считать, что квадратный метр жилья можно сегодня построить, социального жилья за 50 тысяч, это около 800 квартир в год, 50-60 метровых, мы можем бесплатно отдавать нашим гражданам. И решить проблему социального жилья, решить проблему в какой-то степени репатриации или куда-то целевым образом эти деньги направить. Это вот только в виде дополнительного налога. Большая часть инвесторов, которые хотят в это вложиться, это этнические абхазы. Это известные наши бизнесмены, и они принимали участие в круглом столе, который был посвящен этому закону. И их мнение вы видите. И это не просто люди, которые говорят, это люди, которые могут и делают, они уже делают. Это будет качественное строительство по правилам, которые определены абхазскими властями, в местах, которые отведены, в местах после того, как они получат технические условия по воде, по свету, по газу и так далее. Если посчитать квадратный метр строительства, себестоимость этого строительства 80 тысяч, это примерно 160 миллиардов рублей в эту отрасль надо вложить. Это около 13 тысяч новых рабочих мест. Это на стадии строительства, если посчитать 20% от этой цифры фонд заработной платы, в бюджет на стадии строительства мы получим около 9 миллиардов рублей. Это колоссальная работа местных производителей инертных материалов. 800 тысяч кубов бетона потребуется. Бетон никто же не будет привозить, это же здесь будет производиться. У нас же есть для этого сырье. И многое-многое другое. Это повышение туристического потока и расширение туристического сезона. И самое главное, совладельцем этих, это же вид гостиницы, это разновидность. Речь не идет о том, что это какие-то люди, которые здесь будут жить. Это неправда. У нас есть миграционное законодательство, и каждого владельца мы можем и поставим на учет. И каждый комплекс, сегодня современные комплексы, они технически оснащены. Видно, кто в него зашел, пользуется электронным ключом, видно, когда он открыл, видно, какое количество времени будет проводить владелец этого апарт-отеля в Абхазии. В отношении него, если он нарушил, наше законодательство позволяет такое-то количество дней, штраф, третья норма, может, следующая норма, лишение прав и так далее. Эта ситуация вполне контролируемая. Но мы решили, и что самое главное, я хотел сказать, обратить ваше внимание, наши граждане абхазские могут, вот это вот в акватории 70% граждане Абхазии купили.
У кого нет возможности построить гостиницу, в котором там 15 номеров, 20 номеров, он может 2 апарта купить номера, 3 и стать таким же совладельцем, и сдавать. И это семейный бизнес. А таких у нас немало будет, которые 3, 4, 5, 6 номеров может купить и пользоваться этим. Расширение сезона для нас это очень важно. Фактически сезон у нас туристический сегодня. Это 4 месяца. И 8 месяцев люди, значит, живут на эти деньги, которые не заработали за 4 месяца. А мы могли бы эту историю довести до 6, до 7 месяцев. Это выгодно нашим гражданам. Это совершенно другая картина. При таком туристическом потоке нам проще, и инвестор знает об этом, загрузить наш Сухумский аэропорт, выйти на этап строительства. Все люди это считают. Не будет туристического потока, значит, это неинтересно. Далее, объемы сельхозпродукции, которые мы производим в Абхазии, это примерно 2,2 миллиарда рублей. При таком потоке туристов, если мы доведем цифру до 1,5 миллиона, сегодня у нас 1,5 миллиона, но из них 600 тысяч, это те, которые отдыхают неделю, к примеру, да, 800 тысяч это те, которые на день проезжают, то потребление увеличится в 5 раз. То есть у нас есть возможность гарантированного сбыта абхазской продукции для собственных нужд. Овощи мы можем поставлять, виноводочные изделия мы можем поставлять, фрукты мы можем поставлять, мед мы можем поставлять, кондитерские изделия. Мы можем построить одно небольшое предприятие, цех по производству колбас, субпродуктов местных. Это все заработает. Все это будет в сельской местности. Это все решит проблему оттока людей из села в город. Вот что такое правильное развитие и правильный приоритет. Я говорю, все цифры сейчас я называть не буду. Мы получим 13 тысяч человек, занятых в этой отрасли, и несколько дополнительных тысяч людей, которые будут заняты в торговле, в сфере обслуживания, в транспорте. У нас 41 тысяча работающих. Мы примерно до 20 тысяч стабильно зарабатывающих деньги, обеспечивающих материальный успех своей семье, в Абхазии получим. Вот что такое развитие данной проблемы. Те, кто не хочет это слышать и не принимают, у них есть свои мотивы. Они боятся, у некоторых есть свои отели и так далее. Я тоже строю отель, я публично заявляю. 1 сентября будет 17 лет, как я строю гостиницу. Всего 24 номера у меня. 17 лет будет 1 сентября. Вот. Ну, некоторые имеют отели, у которых 200 номеров и так далее. Дай Бог им здоровья. Им не надо за это переживать. Это другой турист. Сорта вин бывают разные, да? У каждого свой потребитель. Сорта яблок разные. Не надо переживать и портить жизнь всем остальным. Только потому, что у них хорошо, они боятся, что у них будет плохо. Ну, а конкуренция в отрасли, это тоже всегда хорошо. Мы же люди, Сайшелыска, Усоп, Харахшадзо, Асисид Калара, Азихан, Атпиздруа, Иман Шало, Хашаяло Усоп, Хопсишиздруа, Сустрадзе. Это индустрия гостеприимства. Это, на мой взгляд, симпатичнее, чем добывать уголь в шахте. Там тоже можно заработать деньги. Но принимая гостя, оставаясь самим собой, на своей собственной земле, и при этом зарабатывать деньги, на мой взгляд, это симпатичнее. Мне кажется, это нашему населению подходит больше, чем то, что я сказал в качестве примера. Или работать на урановых рудниках и так далее. И такая возможность есть. И сегодня конъюнктура таким образом сложилась, инвестору это интересно. Почему сегодня так получилось? Потому что санкции привели к изоляции России, в том числе в этой отрасли. А внутренний туризм в России развивается. У нас предпосылки для этого созданы. Российский инвестор, а я говорю, что он главный, потому что это единственный стратегический партнер, единственное государство, которое не просто хочет, но и может нам помочь. Есть государства, которые хотят помочь, но не могут. Я просил бы эту разницу иметь в виду. Сегодня там есть у частного капитала возможности, в том числе у уроженцев Абхазии, и им нужны понятные правила. Вот о чем идет речь. Если говорить совсем коротко и ясно. И все-таки в продолжении темы хочется спросить,
Некоторые утверждают, что этот закон несет риски с точки зрения демографии, и он опасен для местного бизнеса. Владельцы этих отелей никаких политических прав не имеют, ни на что влиять не могут. Количество дней, которые они должны будут проводить, они определены. Это турист, это гость, который приехал и уехал. Как он негативно может влиять на демографию? Это страх неправильный. В законе прописано, кто вообще имеет право приобрести эти апарт-отели. Там есть серьезные ограничения в отношении группы граждан, групп лиц, там, сейчас формулировку я не помню. Таким образом, закон нас защитит от всего. Эти деньги, которые будут в бюджете, их можно направить на развитие языка, истории, культуры. Обратный процесс тоже есть. Вы говорили об экономическом развитии республики, в частности, привлечение из российских средств, развитие курорта, понятно, и подчеркнули, еще упомянули о развитии сельского хозяйства в Абхазии. Вместе с тем есть, насколько мне известно, проблемы с переработкой и реализацией. То есть ведется ли работа как-то в этом направлении? В сельское хозяйство медленно, но приходит частный капитал. Вот цитрусовый совхоз в Кахоре, он оказался, я надеюсь, даже уверен, в правильных руках, и там совершенно другая картина будет складываться. И объемы будут возрастать, потому что идет восстановление. Плодоносящие деревья, они имеют свойство устаревать. Их надо менять, то есть в это вкладывать деньги. Этим никто серьезно не занимался. Опять-таки, для того, чтобы заработать рубль, надо вложить рубль. Это правило такое. У нас был этап, когда советская власть вложила, эти рубли зарабатывали. Основные фонды, так они называются, плодоносящие деревья, они изреженность высокая, они устарели, их восстанавливают. У нас появилось 2 компании, которые начали выращивать голубику. У нас появились компании, которые начали выращивать в виде, там этого не было, в Гальском районе, форель. И у них товарная икра появилась, это новая культура. В селе Тамыш начали выращивать аквакультуру, мидии и устрицы. Это делается, этого мало. Нужны масштабные вложения. Кто из вас последний раз был, когда вы были в Кабардино-Балкарии? Там, если ехать по федеральной трассе Дон, можно обратить внимание на огромное количество яблоневых садов, которые появились последние 10-12 лет. Они имеют градозащиту, на них приятно смотреть, по современным технологиям. Тут же находятся предприятия, которые их фасуют, их сортируют, их хранят. Комплексный подход. Почему мы часть продукции выкидываем? Да потому что у нас нет упаковки, обработки, у нас нет маркетологов. Современный мир, экономические отношения строятся так. Раньше были плановые показатели, неважно, чай какого-то качества вырастил, Республика Узбекистан забирает, потому что Госплан Москвы так решил, другого чая нет. Сейчас конкуренция. Поэтому эти же инвестиции, которые будут вкладываться в туризм, я уверен, часть из этих инвесторов будут вкладывать в сельское хозяйство, с тем, чтобы иметь у себя продукты местного производства. Нас в этом смысле Господь Бог одарил. У нас состав воды, состав почвы, состав воздуха качественный, и это дает качественную продукцию. И это люди ценят. Просто необходимо в эти отрасли вложить деньги. Мы этим занимаемся, мы знаем, что это важная задача, и это один из приоритетов нашего развития. Но тут вы же правильно сказали, выкинули около 20% цитрусовых, которые мы выращиваем, мы выкидываем. Потому что, тот человек, который взял совхоз в аренду, она не выкинула эти цитрусовые. Она их почистила, посадила людей, заморозила, пока повезла в Москву и выпускает мармелад. Через какое-то время предприятие будет работать здесь. Из наших мандарин качественные, из экологически чистой продукции. Вот так вот надо действовать. И тут не нужно государству
в этот процесс чрезмерно вмешиваться. Государственные деньги в экономике, вы знаете, не совсем эффективны. Все риски должен на себя брать предприниматель. Государство должно определять правила и иметь налоги с предпринимателя и рабочие места. Сельское хозяйство и туризм, они взаимосвязаны. В этом году в условиях геополитических изменений вообще ожидается, прогнозирует очень много туристов. А мы готовы к курортному сезону? У нас 38 или 39 тысяч зарегистрированных койко-мест. Ну и 1010, наверное, частный сектор. Кстати говоря, вот чтобы вы знали, я приведу вам такие цифры. Сочи принимает в год 7 миллионов туристов. Мы принимаем 500-600 тысяч человек. Представляете, да, в 12 раз меньше. Это при том, что мы в 2,5 раза территории Абхазии больше, чем город Сочи. Плотность населения в городе Сочи 202 человека на квадратный километр. У нас 27 человек на квадратный километр. Это о нашем потенциале, который не раскрыт. О наших возможностях. У нас огромная, благодаря Господу Богу, прибрежная зона. Вот посмотрите, еще раз хочу обратить ваше внимание наших телезрителей. От города Сухум до границы с Грузией 100 километров. На берегу функционирует всего 2 отеля. Один отель в селе Кинги, бывший дом отдыха современной Грузии, другой 2 года тому назад открытый в Тамаше, и третий сейчас в Ачимчире открыт. Это что такое? Куда это годится для туристической страны? 100 километров и 2 отеля. Это нормально, вы считаете? Поэтому и нужны инвестиции. А турист не поедет куда попало. За туриста еще и побороться надо. Турист – это благосостояние, так надо понимать. Турист-благосостояние нашего государства. Потому что это ключевая отрасль. Если в Объединенных Арабских Эмиратах это была нефтяная отрасль, то у нас должна быть туристическая, сфера услуг. И через это другие направления. Приводится в порядок республиканская трасса, прилегающие территории. Дорожная разметка будет, значит, везде нанесена. Масштабные, по нашим меркам, ремонтные работы идут в Гагре, в Сухуми, в Гудауте, в Ачимчире. В Ачимчире 40 лет никто ни одного квадратного метра не сделал набережной. В 1984 или 1985 году там делали. Сейчас идет восстановление 1,5 километра. Облик Восточной Абхазии поменяется уже в этом году. Идет освещение трассы, новые участки освещаются, старые восстанавливаются. Это все делается в том числе для того, чтобы привлечь туристов, для того, чтобы им здесь было комфортно. В конечном итоге, для того, чтобы повысить благосостояние наших граждан. Это промежуточная история. Турист, который оставит деньги для решения наших проблем. По мере возможности мы готовимся, мы понимаем, насколько это важно, чтобы турист в этом году был. И мы помогаем, небольшие кредиты выдаем. Это строительство деревянных маленьких отелей. Вы, наверное, видели, да, вдоль трассы строят, в деревнях строят. Это очень тоже перспективно. Горная часть у нас не освоена. Это тоже перспективно. Я хотел бы поговорить про гармонизацию законодательства России и Абхазии. Интересная тема. Как она происходит, в частности, признание судебных решений в России и Абхазии. То есть могли бы прокомментировать, в чем опасность и в чем необходимость? Этот процесс идет в плановом режиме. Я в этом процессе не вижу никаких недостатков. Более того, считаю, что в рамках гармонизации мы создадим дополнительные условия для развития нашего государства и нашего этноса. Это работает в пользу нашего этноса. Меня пытаются упрекать в том, что я говорю или говорил о том, что мы самостоятельно не в состоянии решить вопросы такие-то. Я такого никогда не говорил. Если исходить из интересов нашего государства, если исходить из того, что человеческая жизнь, качество жизни – это приоритет, тогда по такому пути, который обозначен в рамках гармонизации, надо идти. Сегодня в мире глобальные процессы, тектонические процессы происходят. Крупные государства нуждаются в союзниках, не говоря уже о некрупных государствах. В этом контексте я хотел бы предложить посмотреть одно из выступлений
президента Беларуси Лукашенко. Это было месяца 3 тому назад, по итогам приезда в Белоруссию президента Путина. Он страна, в которой очень динамично развивается экономика, технологии, сельское хозяйство. Беларусь очень успешное государство. Он говорил публично, его примерно в таких же вопросах, видимо, обвиняли, он говорил: вы знаете, Россия, говорит, без Белоруссии проживет точно. А вот проживет Белоруссия без России, это, говорит, вопрос, на который я имею ответ. Так говорит Александр Лукашенко. Поэтому я обязан говорить правду своим гражданам. Я не люблю заниматься демагогией и популизмом. Есть вопросы, решение которых для нас подъемно. Есть вопросы, которые мы можем самостоятельно решить. И их очень много. Есть вопросы, в решении которых нам нужна поддержка России, и без этой поддержки нам не обойтись. Пример – это вопросы военной безопасности. Та поддержка экономическая, которую сегодня мы имеем, мы в ней нуждаемся. Мы можем без нее обойтись. Но люди, которые говорят, что мы можем без нее обойтись, пусть спросят у наших граждан. Граждане могут обойтись, могут отказаться от пенсии в 10 тысяч рублей, от школ. Было время, 160 лет тому назад в Абхазии была построена первая школа. Я не знаю, когда в Абхазии была построена первое медицинское учреждение, но в Абхазии жили люди без школ, без медицинских учреждений. Если путь некоторых оппонентов в этом, да, мы можем жить, но у нас школ будет меньше, больниц будет еще меньше, театров не будет, а зачем они нам нужны? Да, мы можем физически жить, но это развитие или это регресс? Как это назвать? И почему вокруг этого должна быть какая-то вот такая постановка вопроса? Мы что, не знаем, что происходит вокруг нас? Мы не видим процессы, которые происходят вокруг нас в Карабахе? Это же было вчера. А разве кто-то мог предположить вообще, что может быть война между Россией и Украиной? Но к этому уже пришли. Почему пришли? Благодаря кому? А я вам скажу, благодаря кому. Благодаря тому, что западная школа государственного строительства, создание колоний, влияние, управление очень сильное. Это они смогли так сделать. И над нами они работают, над территорией Абхазии. И вот когда кто-то пытается бить, говорят, мы признаем, некоторые товарищи у нас, да, Россия стратегический партнер, прекрасно. А потом все, что говорят, это отношения, это они бьют по нашим отношениям. Кто сказал, что межправсоглашение о признании, о взаимном признании решений арбитражных судов работает против Абхазии? Где, в каком месте? Для чего это сделано? Для того, чтобы защитить инвестиции. Они же говорят, что инвестиции надо защищать, оппоненты говорят. А как их защищать, если не таким образом? Поэтому это демагогия, это популизм, это желание прийти к власти любой ценой. У нас особенное отношение с Российской Федерацией. Таких отношений нет ни у кого, кроме у нас и Южной Осетии. Даже у белорусов таких нет. Не говоря уже о Казахстане и так далее и тому подобное. Такую поддержку, если брать наш бюджет, как Россия оказывает нам, она не оказывает ни Беларуси, ни Казахстану. У нас особые отношения. У тех, кто говорит об этом, паспорта в кармане русские, деньги в кармане, денежная единица русская. Скажите, где альтернатива этому всему? Я это говорю для того, чтобы наши граждане поняли, что мы на стадии становления нашего государства. И для того, чтобы мы состоялись, чтобы наше государство укрепилось, роль России велика. И об этом говорил неоднократно Владислав Григорьевич Ардзинба. Гарантом безопасности Абхазии является российское государство. Это проходило у него красной нитью. А что после этого, что-то поменялось, что ли? Врагов у нас стало меньше после того, как Россия признала Абхазию. Не стало меньше. Отказались от территории Абхазии? Не отказались. Примеры воодушевляющие есть?
в качестве Карабаха? Есть. Поэтому это все безответственно. Вот вокруг наших взаимоотношений с Россией, вот бить вокруг этого, да, и это неправильно. Интересы народа Абхазии, они превыше всего. Интересы народа Абхазии могут быть обеспечены в полной мере. Право существования абхазского государства — это воля народа Абхазии и поддержка Российской Федерации. По-другому пока это не работает. Говорили о газоснабжении, о восстановлении воздушного сообщения с Российской Федерацией как об основных драйверах экономики. Как это повлияет на развитие экономики страны? Мы же испытываем определенные сложности в зимний период с отоплением. Это же факт, правильно? Электроэнергии не хватает. Газоснабжение — это альтернативный источник энергии, в том числе тепловой. Будет газ — будет тепло, будет альтернативный источник. Что-то случилось со светом электрическим, можно будет пользоваться газом. Для того, чтобы газ был, надо вложиться, очень серьезные деньги вложить в эту систему. И мы рассчитываем на то, что этот проект будет реализован в Абхазии. Но он не может быть реализован за 1 или за 2 года. Вот в Южной Осетии он реализован, на это потребовалось много лет. И здесь так будет. Но для этого нужен потребитель, дисциплина нужна. Потребителю никто газ не навязывает. Никто в дом газ насильно подводить не будет. Выгодно человеку, он подключится и будет за этот газ платить. Невыгодно, не будет платить. Но это выгодно крупным объектам, в том числе туристическим и так далее. И это разгрузит нашу энергетическую систему. Самое главное, мы будем иметь альтернативный источник. Поэтому мы над этим работаем. Непросто, тяжело. Газификацию требуют не только, просим мы, а требуют субъекты Российской Федерации. Все в этом заинтересованы. Но мы надеемся на то, что в этом вопросе мы будем в приоритете. И нам помогут в газификации Абхазии. Потому что настало время, прошло время. Это требует сложившаяся обстановка. Что касается воздушного сообщения, тоже работаем в этом плане. Должен быть документ подписан, межправсоглашение о воздушном сообщении между Абхазией и Российской Федерацией. Вот пока мы этим занимались, воздушное сообщение возобновили с Грузией. Это никак не влияет на нас. Это как бы дело сторон. Для нас важно, чтобы воздушное сообщение было между нами и Россией. Это очень важно. И мы, я думаю, этот вопрос решим. Есть сложности, есть препятствия, но тем не менее работа идет. Многие вопросы в Абхазии у нас политизируются, это экономические, какие-то общественные в течение, что происходит в Абхазии, зачастую они политизированы, в частности, вот по недавней акции молодых ребят, представителей Харахпицунда. Как к их действиям относитесь вообще к политизации тех или иных вопросов? Ну, я к этому отношусь сдержанно. Молодым людям свойственно быть максималистами. Время все рассудит, время все расставит. Но не нужно по ночам это делать. В таких местах, на эстакаде, как он там его повесил, это же можно сорваться и упасть. Родителям надо посмотреть на это. Вот в этом смысле, с точки зрения обеспечения их безопасности, Машир Амар Цазыхан нежелательно эти вещи делать. Аслан Георгиевич, на 30 мая назначен митинг оппозиции, оппозиционных партий, общественных организаций. Одно из требований — это отставка правительства. Как вы относитесь к самому требованию и вообще проведению митинга в мае? Что касается митинга, который должен пройти 30 мая, считаю, что сейчас не самое подходящее время для проведения митингов. Я говорил чуть выше о том, что наш единственный стратегический партнер в настоящее время проводит специальную военную операцию. Нашим стратегическим партнерам было предпринято максимум усилий для того, чтобы здесь не был открыт второй фронт. Этим митингом могут воспользоваться всевозможные провокаторы, зарубежные в том числе, и постараться сделать так, чтобы этот митинг перешел в массовые беспорядки. И организаторы митинга это должны иметь в виду. Недопустимость такого рода развития событий. Что касается требований организаторов митинга,
поддерживающие руководство страны партии, провели круглый стол с руководителями министерств и ведомств. И там детально обсуждались претензии или требования, которые были выдвинуты оппозицией в адрес правительства. В ходе обсуждения была получена достоверная информация о состоянии дел в отраслях. Если интересно кому-то быть объективным, то материалы в достаточном количестве для этого есть. Более того, было несколько встреч с оппозицией на телевидении. Например, тезис о том, что провальная внешняя политика. Вчера вот там был секретарь Совета Безопасности, министр иностранных дел. Насколько я понимаю, представители оппозиции на эту встречу не пришли. Значительная часть требований оппозиции не имеют под собой оснований. Или, например, тезис или требование о том, что когда была пандемия ковида, власть провалила эту работу. Врачи это восприняли очень отрицательно. Я прекрасно знаю, как все происходило, какой вклад туда внесли врачи, медработники, государство в целом, частный бизнес. И есть результаты, их надо было сравнить, прежде чем выдвигать обвинения, с результатами, например, на сопредельных территориях. Сравнительный анализ провести и понять, как сработало в целом государство в период пандемии, отрицательно или положительно. Конечно, есть проблемы в государстве. Конечно, есть проблемы и нерешенные вопросы. Но я хочу сказать, чтобы наши граждане знали, эти вопросы решаются. Может быть, не так быстро, как хотелось бы, но они решаются. Этих проблем становится меньше. Имеющий глаз это увидит. Это можно выйти, пройтись по нашим городам и районам и убедиться в этом. Если сделать анализ, работа, значит, Министерство по налогам и сборам, Государственный таможенный комитет, в какой-то степени правоохранители смогли избавить страну от определенного вида тяжких преступлений. Да, у нас есть проблемы, но мы их тоже будем решать. А кто сказал, что эти проблемы могут быть решены в течение года, 2 или 3? Проблемы, которые имеют накопительный эффект, которым десятки лет. Поэтому этот митинг, на мой взгляд, не стоило проводить. Будем надеяться на то, что организаторы ответственно подойдут к этому мероприятию. Аслан Георгиевич, спасибо большое за интервью. Спасибо вам большое за нашу совместную работу. Айта бубхашас хуйц разгана халаги ам тапшана актуал разло азара квартака хефашцас. Это басот Дениза, хайцвавера скушана гуала чкямист, гуана гаре бахид, يخبيام خيار خون حوايب لرخ عابخر أستار استخوب نسدوسي حد وتسوز عشتك حبخ أتقلز عشة بزي على الأرض أخو شكواي ردس نحور استخوب أمزا قيون أخو شكوريخ شرام شنح ويأو يجريخ حوايب لرزيجي عبخن راح تالود عبخن ربزيني مياسوا دربن زعلاقي ونبيكو وصلش عايز حرا أنسيتاد زيجي شكوريخ عاد شتشاد عام تبزير شبخة يفسيش تزاد يحزيش تزاد زيجي يتوب دارت